Светлана Телюшевна – пенсионерка. Справляться с хозяйством с возрастом ей стало очень тяжело. Сложно мыть полы, развешивать шторы. Мелкие дела по дому стали в тягость. Здоровье уже не то. Поэтому она пользуется услугами Ресцентра «Поддержка». Соцработница Буяна Кумбун помогает пожилой женщине с работой по дому. Чем она у нас занимается? Но самое главное – это уборка. Уборка делается хорошо. Во-первых, она очень контактная. Пока она приходит, мы с ней все новости городские обсуждаем. И городские, и свои домашние проблемы, где что друг другу, советами помогаем друг другу. Буяна Кумбун помогает не только с уборкой. Она может сходить в магазин или аптеку, помочь оплатить счета за электроэнергию. Но самое главное – это общение. Буяна стала для бабушки не просто помощницей, а верной подругой. Я ее ценю за это, что она и грамотная, и контактная, и чистоплотная. Она воспитывает ребятишек, двойняшек. Я всегда в курсе событий их учебы. И старший сын учится в Красноярске тоже. На первом курсе учится, тоже спрашивает, как дела у того, как у этих ребят дела. То есть мне просто интересно. Буяна работает соцработником уже 16 лет. Тяжелых хлопот по дому не боится. Ей приятно помогать людям. Работа стала ее призванием. А все подопечные, бабушки и дедушки, стали частью семьи. Они все очень хорошие. Но плохих бабушек нету. Все хорошие. Все все как родные стали. Вот. У меня так-то вот своих бабушек, дедушек уже нету на небесах. А вот я вот полюбилась не чужую, а вот как свою бабушек, дедушек. У меня это бабушек, дедушек уже 16 человек. 16, иногда 17. Вот некоторые тоже на небеса уходят. Так что вот самая отзывчивая и добрая бабушка и дедушка вот Светлана Телюшевна. Пока Буяна помогает с домашними делами, другие социальные работники поддержки заняты не менее важным делом. Нужно развести продуктовые наборы по адресам. Многие пожилые люди на маленькую пенсию не могут себе позволить хорошо питаться, поэтому существует проект «Неотложка». Ресцентр «Поддержка» совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» организует бесплатную раздачу продуктовых наборов. Сама инвалидка второй группы, одна живу в доме. Жить-то тоже очень тяжело. Пенсию тоже не хватает. За коммунальные услуги тоже я сама одна плачу вот так. И в магазин туда-сюда сходить. Сейчас времена такие. Большое спасибо, что за продукты такие от неотложки так привезли. Таких одиноких пожилых людей, как Сесе Коржик, в Туве очень много. В рамках проекта «Неотложка» 228 человек должны получить продуктовые наборы. В этом году у нас стартовал совместный проект с благотворительным фондом «Старость в радость». В рамках данного проекта планируется оказать помощь нашим пожилым гражданам, которые одиноко проживают, которые имеют небольшой доход. Это в виде угля, дров и продуктов питания. На сегодняшний день в части районов уже дрова отгружены, продуктовые наборы тоже доставлены, и продолжается в работу, только в 4 районах остается. Кроме этого, у нас буквально, наверное, после Нового года начнется отгрузка угля. Сегодня в Туве большое внимание и поддержку получают многодетные семьи и дети-сироты. А социальное направление помощи пожилым людям было организовано впервые, поэтому проект «Неотложка» очень важен для Министерства труда. Новый год совсем скоро, а значит пора поздравлять детей с Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка в лице работников поддержки пришли порадовать особенного ребенка – Айхана. Где наш сына? Это ты, да, сына мой? С наступающим тебя! Наступающим Новым годом, что ты был здоровым, крепким. Желаю много-много радости, много улыбок и смеха в Новом году. Вот тебе наш подарок.
Работа с детьми с инвалидностью – еще один аспект работы социального работника. Важно общаться с ними. Социализация для особенных детей – ключевая задача. Поэтому добрый Дед Мороз и Снегурочка каждый год приходят и поздравляют всех особенных ребятишек. Еще одна нашла. Летом сольная, зеленая была. О, молодец, сын мой, молодец. Так проходят обычные будние дни социальных работников поддержки в окружении добра и помощи тем, кто в ней особенно нуждается. Мария Стручкова, Александр Петрушин, Культагина Шина, 108 канал.